В общем, как-то община, эстонская община, наверное, и русская, может быть, в этом плане, чувствует, что наказание как-то неправомерное, что надо как-то в этом плане, например, что когда все-таки ты убивал там трое там, безвинных там людей, что все-таки надо тебе сурово посылать куда надо. А другое, например, когда именно вот эти мародеры, или как называется, там, ювенили, которые там бронзовые ночи там воровали или цветы, или водку, что они так слишком мало получали. Одно, что эстонское там, ну, в общем, там, эстонцы считают, что эта система, судебная система, не такое, как-то действует не так, как надо, как сурово в этом плане, что они ничего не получили там, или условно и так далее. А все вот эти четыре лидера, так называемые, там, руки Москвы, там, или бандиты и так далее, даже устроили так, что они ничего не получали, как порядочные люди вышли оттуда. Ну, конечно, Эстония, эстонская журналистика, и люди нашли, например, там я тоже получил этот 7 страниц. И там, где какие-то ошибки по-эстонски, там быстро там, что, судья-то русская, это ясно, там, своя компания, там, в общем, там было пару слов, там, русицизма там нашли и опубликовали. Ну, в общем, так что это ясно, что, и, в общем, эстонцы, в общем-то, считают, что надо было бы сурово, но и мои друзья там, с Riigikogu там, самый главный там, главный Ken-Marti Vaher, председатель комиссии юстиции, и соратник там Reinsalu, бывшие там республиканцы, которые сурово руки там философии, что надо дополнять законодательство, что, как это в советское время было, предательство государства, и, ну, в общем, и наказание более суровое, чтобы дальше, может быть, было бы Таллин, Рига, Вильнюс и так далее, что, может быть, в следующий раз опять Таллин или будет, что тогда можно было, ну и можно использовать даже армию, это уже изменялось. Эта ситуация реально. И, в общем, как-то эстонцы считаются, что в этом плане, что надо было бы более сурово наказать. Извините, а как более сурово? Надо доказать вину. Ну да, я не окончал, я не окончал. Но когда посмотреть реальности, что в настоящее время в Эстонии все-таки цивилизированная страна, это не страна в военной ситуации, где можно во время военных времен там просто расстрелять у стены. Мне казалось, что вы что-то там сделали, не будем там долго судить или тройку там устроим, там, как во время сталинских времен. Но я говорю, что как чувствует эстонская такая публика в общем-то, что всем-то или многим эстонцам видно, что что-то происходило в Таллине. Конечно, когда посмотреть, кто в эти дни реальности участвовал там в этом плане, что видел, не с телевидения, то, конечно, это меньшинство. Большинство видели по каналу 2, там, что там происходило и так далее, и из провинций и так далее, и в Таллине тоже. И считается, что это невозможно, что кто-то должен был устроить это.
И когда исследовательские органы, и тайная полиция, и прокуратура нашел это 4 лидеров там, значит там все-таки они должны быть лидером каком-то, хотя почему-то суд в общем нашел, что они все-таки, но большинство эстонцев считает то, что будет следующий уровень, и тогда правда будет, и в общем они будут наказаны, или когда следующий уровень тоже будет такое, чтобы бардак, тогда в государственном суде все-таки точно будут. И, в общем, это такое общее мнение. Но от этого можно понимать, потому что, я окончу, можно понимать с точки зрения, что у каждого есть свои комплексы. Вы, наверное, хорошо знаете, я, может быть, лучше знаю, что это история Эстонии, что все эти депортации и так далее, и издано много книг и так далее, перечитано, какая нация там больше страдала по процентуально и так далее, кто-то там посылали в восток, а кто-то побежали на запад и так далее, и так далее. И теперь меньше 20 лет опять свое государство и рядом здесь большой сосед, который нас в общем сделал с нами что угодно там и так далее. И теперь надо противостоять этому силу, которая, и притом, и еще беда в том, что здесь какая-то очень большая часть населения русскоязычных именно с этого большого соседа, который для эстонского народа мало то хорошего сделал. Теперь в общем, очень много эстонцев так думают. И теперь, и конечно, и поэтому эстонцы в общем думают так, что да, пусть это КАПО и другие силовые структуры можно было бы еще более суровее наказать или бить, или что все-таки это наше государство, и мы должны защищать это государство и так далее. Я тоже считаю, что это надо. Но в реальности все-таки мы, притом еще Евросоюзе. И в этом плане здесь какой-то комплекс эстонцев все-таки существует такое, что слишком много, все это 700 лет, это рабство, в общем, мы как рабы и так далее, и хозяины из запада или востока, или севера. И теперь как-то эстонцы чувствуют, что все-таки наконец получалось все-таки свое государство, и надо защищать это, и в общем, когда кто-то говорит, что зачем только эстонский язык, там государственный, надо там или русский язык, и говорят о Финляндии, например, тогда все-таки душа эстонцев как-то, или большинство эстонцев, все-таки считаю, что мы все-таки теперь хозяин этого маленького территории, и у нас какие-то все-таки мы должны быть здесь чувствовать себя и действовать как хозяин. И в этом плане можно понимать, хотя мне тоже многие такие моменты психики или, в общем, как именно такого явно националистического наклона, взгляда не нравится.